Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Мы с вами посмотрим, что ждет вас в ближайшие часы, в ближайшие дни. Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени и давайте вместе посмотрим, что покажет, что расскажет нам песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какая-то веревочка порвалась. Смотрите, какая-то привязка была. Вы к кому-то либо к чему-то были очень эмоционально привязаны. Веревочка, видите, вот порвалась. Все, свобода, облегчение. На вас что-то либо кто-то перестанет давить. Вы выходите из состояния зависимого человека. Вот обретение свободы, словно бы крылышки за вашей спиной вырастают. Очень хороший знак. От чего-то вы освободитесь. Что-то прекратит, либо кто-то прекратит на вас давить, либо воздействовать. Незабываемое ощущение, ощущение свободы, его ни с чем нельзя сравнить. Прям голова будет кружиться от свободы. Может быть, даже с какой-то проблемой будет покончено, либо с каким-то человеком, да, разберетесь, прекратится давление, действие, воздействие на вас. Прям очень хороший знак освобождения. Прям бежите со всех ног, на всех радостях. Вот я теперь свободна, либо я теперь свободен. Дальше показывают еще одного человека, который за вашей спиной какие-то плохие вещи творил. Ну, либо слова плохие говорил. В общем, какой-то вредитель, можно так сказать. На этого человека прям фонарь светит. Больше не удастся этому человеку делать свои черные дела. Об этих делах, об этих событиях станет известно не только вам, но и всем людям. Вижу, что этот человек как изгой становится. Да? Вот прям люди как шарахаются от этого человека. Человек сам на себя накличет всеобщее негодование. И опять же, все тайные делишки этого человека раскроются. Будет большой скандал. Люди будут об этом говорить. Этот человек как потеряет свое доброе имя. Больше этот человек не сможет ничего плохого сделать ни вам, ни кому другому. Как опозорен даже мне идет, что этот человек будет. Так, вот здесь вы часики вструхиваете, песочные часики. То есть запускаете какой-то новый отсчет времени. Либо вы себе сами даете время на что-то, ну, либо у вас какой-то временной запас появляется. Времени достаточно на то, чтобы вы все сделали, либо все успели, либо чтобы у вас все случилось. Опять же, это внушает надежду, да, дарит надежду. Здесь очень большой красивый конь, ноги полукруглые, как колесом, да. То есть это даже не ноги коня, это колесо, можно так сказать. То есть это какой-то прям очень скоростной конь. Но кому-то, ребятки, работа идет. Причем работа, я так понимаю, новая. Кто у меня ищет работу, кто, может быть, не для себя даже ищет, а для своего близкого человека. Прекрасное время, прекрасные предложения, все будет ускоряться, будут предложения по работе, будет что рассмотреть, либо будет возможность сходить на несколько собеседований. Но кто ищет, тот 100% найдет, прям свое найдете. Ну, либо ваш близкий найдет, а может быть, вы близкому человеку найдете. Дальше. Какой-то неожиданный поворот, случится то, чего не ждали. Либо случится противоположность того, чего вы ждали. Ну, ждать вы могли как хорошее, так и плохое. Но здесь вот неожиданный поворот, причем он идет в обратную сторону. Какая-то неожиданность. Неожиданность, которая удивит, но не шокирует. То есть понимаем разницу, да? Удивление, вы такая, ничего себе, да? А шок это, о боже, что теперь с этим делать? Здесь явно судьба на вашей стороне.
Дальше показывает вас, и вы как будто бы на какую-то палку опираетесь. Это хороший знак. Вам будет на что-либо, на кого опереться. Дополнительная опора делает вас более устойчивым человеком. И если сейчас вы, например, в каком-то подвешенном состоянии, положении, либо вы действительно нуждаетесь в том, чтобы заручиться чьей-то поддержки, вот именно в ближайшие часы, в ближайшие дни это с вами случится. Вы прям почувствуете, что да, стоите крепко, вас никто не собьет, не сдует, вот, на что-то, либо на кого-то опираетесь. Дальше. Сердце радость узнает. Здесь какое-то событие, которое именно наполняет ваше сердце радостью. Опять же, радоваться вы можете как и за себя, так и за своих близких, родных и любимых людей. Мужчина с мешком за спиной приближается все ближе и ближе к вам. А вы в нетерпении то ли ждете, то ли вот как-то переживаете, вот где же он, когда же он появится. Он уже приближается, то есть где-то уже рядышком. Буквально там у кого-то отыграется через несколько минут, у кого-то через несколько часов, ну у кого-то через сутки, да, этот человек появится. Дальше лодки перевернутые, они не в горизонте, они в вертикали. Лодки — это выбор. Выбор, причем выбирать между чем-то и чем-то вы будете. Ну, либо у вас, в принципе, в жизни наконец-таки появится выбор. Не нужно довольствоваться тем, что уже есть, либо тем, что предлагается, у вас есть выбор. На самом деле выбор — это хорошо. Именно вы выбираете. Не вас выбирают, а именно вы выбираете. Дальше кто-то в домике, змея. Кого-то змея из домика не выпускает. Большая змея, на питона похожа. Какой-то человек либо в созависимых отношениях, либо на кого-то воздействует, и человек выбраться не может. Может быть, вы ждете от этого человека каких-то действий, вот как не пускают этого человека. Может быть, вы полагались на этого человека, либо рассчитывали. Но вот как в домике, закрыт в домике, мне показали. Что это нужно будет на ходу придумывать, либо переигрывать. Ну, я думаю, вы справитесь. Дальше. Здесь женщина, у нее большой нож в руках. Как будто бы угрожает, какие-то угрозы. Знаете, что угрозы от женщин, они пустые. Вот какая бы женщина вам не угрожала в ближайшие часы и дни, она все врет, она все выдумывает. Ничего сделать она не может. Все, что, вернее, она может, это вот пустые угрозы. Вот, не дайте себя запугать, не верьте ее словам. Это все пустое. Она пустое место. Слова ее пустые. Вот, только лишь пустые угрозы. Что бы она ни говорила, это все пустое. Не работает, не будет, так не случится. Дальше. Показывает человека, который начинает копать. Но копать — это хороший знак на самом деле. Именно в ближайшие часы, либо в ближайшие дни вы начнете нечто грандиозное, новое, какая-то работа, какое-то дело. Сразу хочу сказать, что дело это благородное, либо благородными результатами завершится. Результаты точно будут, и эти результаты будут радовать не только вас, но и ваших близких. Может быть, за какую-то работу возьмете, может быть, вот как раз-таки этого коня на колесе оседлаете, может быть, что-то другое. Да? Вот. Идет, что вы начинаете копать. Копать вам долго. То есть вы долго будете этим заниматься. И благородные результаты вам гарантированы. Вот. Так что не думайте, не переживайте, берите и делайте то, что должно. Дальше шляпа с какого-то человека упала. Человек то ли заблуждался, то ли был обманут. Обман раскрыт, заблуждение ушло. Да? Теперь этот человек видит картинку как есть, либо знает информацию как есть. Это хороший знак, хороший сигнал для вас. С правой стороны много дорог, как распутье какое-то. То ли вы в разных местах должны побывать за короткий промежуток времени, там, за один день в разных местах города побывать, либо к разным людям там, навстречу сходить, то ли много вариантов к решению вашей текущей ситуации, либо текущей проблемы.
То есть выбирай путь, который тебе больше всего подходит. Покороче, подлиннее, по извилистей. В общем, выбор будет. Выбор будет, либо будет много задач, и вам нужно будет везде успеть. Дальше мужчина и женщина о чем-то договариваются, но этот договор, он как невыгодный для мужчины, но очень выгодный для женщины. Женщины, будьте внимательны, следите за этим мужчиной. Тут возможны попытки саботажа. Да? Он будет пытаться все-таки для себя что-то там урвать, скажем так. Вот. Но если за ним присматривать, если держать руку на пульсе, то ничего у него не получится. Дальше. Здесь какой-то человек за вами подсматривает, да, глаза, подсматривает. Здесь могут подсматривать с целью что-то выведать и подсматривать с целью предупредить какие-то неприятные моменты. Вы себя почувствуете маленьким ребенком, за которым действительно присматривают. Вот. Не ругайтесь с этим человеком, он вам зла не желает. Наоборот, тут искреннее желание помочь, уберечь, поддержать, подсказать. Вот как-то так мне идет. Дальше какие-то странные события на работе. Что-то происходит, что-то меняется. Одним людям это очень выгодно, вот прям очень хорошо проигрывается у них, а у других наоборот, как катастрофа. Я не могу сказать, что это. Но вижу вас в рядах тех, кому выгодно. Тех, кому эти перемены прям вот в плюс идут. Ну и будут те, кому в минус. Что-то будет происходить, что-то будет меняться. Может, люди кто-то заболеет, кто-то нет. Либо кому-то дадут выходные, либо премии, кому-то нет. Что-то будет происходить. В таком ключе показано. Дальше. Вы в стену как будто бы бьете, как разбить ее хотите. А вам тут показывают, что есть вход, есть дверь. Да? Не нужно стучать в стены, пробивать эти стены. Нужно дверь найти, вход нужно найти. Здесь скорее как больше надо пользоваться логикой, просчитывать, быть более внимательным человеком, искать именно вход. Так вы, во-первых, много времени потратите, если будете стену долбить, да, еще сами можете пораниться, устать очень сильно можете. Но есть вход, надо найти, эту дверь, получается, в стене нужно найти. Потратить время на то, чтобы найти этот вход, чем разбить руки в кровь, пытаясь сделать дырки в стене. Об этом вам хотят сказать. А вот здесь показывают, что вам с каким-то человеком нужно согласиться, либо этого человека вам необходимо послушать. Даже если человек говорит какую-то дичь, то ли для отвода глаз нужно согласиться, но либо человек не такую уж и дичь говорит. Здесь именно не нужно вступать в конфликт, здесь проще согласиться, либо нужно согласиться, как-то так. Дальше показано, что вам комплименты кто-то будет делать, комплименты честные. Да? Это не просто красивые слова, либо желание вам угодить, задобрить. Это именно слова от сердца идут. Да? Человек говорит то, что чувствует. Правдивые комплименты, человек правду будет говорить. Никакого умысла нет. Может быть, человек вами восхищается, либо человек в вас влюблен, поэтому и говорит вам комплименты. Это честные слова. Птица летит. Вы кому-то то ли писать будете, либо какие-то, может быть, анкеты заполнять, может, какие-то аппликации, куда-то будете подавать документы. Птица очень медленно будет подниматься наверх, но очень быстро спустится сверху вниз. То есть, возможно, срок ожидания после подачи, он прям такой значительный будет, больше, чем пару дней. Но зато, когда решение будет принято, вы очень быстро получите ответ. Либо письменный ответ, либо, может быть, вы хотели что-то, какой-то документ получить, да, как-то быстро это все произойдет. То есть стоит подождать. Не надо нервничать, нужно будет просто подождать. Дальше. Что-то вы будете шить. Может быть, в прямом смысле слова вы будете шить, а может быть, вы будете что-то исправлять. Да? Что-то порвалось, и вы будете исправлять. Время. Вы не гонитесь за скоростью, гонитесь за качеством. Да? Если вы что-то исправляете, пусть это будет качественно, пусть займет дольше времени, но будет правильно и качественно. И то же самое, если вы шьете,
прям уделите этому внимание и время и делайте все аккуратно, чтобы потом не пришлось переделывать. Дальше мужчина, женщина, спина к спине. Они не согласны с друг другом, но при этом они вместе. Может быть, разойдетесь во мнении, но при этом что-то будете делать вместе. Ну, либо решать какой-то вопрос вместе. Хоть вы и не согласны с друг другом, но все равно вы вместе, и вы это делаете. Так, чей-то муж здесь показан. Муж умничка, лапочка, старается прям радовать. Тут будет вас радовать, и вы такая, ну вот, подменили, честное слово, да, подменили. Где мой противный делся? Что это за идеальный мужчина? Он действительно старается вам угодить, какую-то вину чувствует перед вами. Ну, либо, может быть, какой-то разговор был, да, он, может, его кто-то поругал, да, что он там себя не очень хорошо ведет. Будет очень стараться. Похвалите его за старание. Не ждите подвоха, не ищите подвоха. Здесь нужно просто похвалить. И еще на ребенка нужно деньги тратить, либо много денег придется потратить на ребенка. Здесь какая-то необходимость, нужда и, возможно, то ли одежда, то ли, может быть, что-то с учебой связано. Но приличную сумму придется выложить. Но что поделаешь, это жизнь, да, это дети. Дальше. Показан человек, который вам что-то дает. Дает, кстати, от чистого сердца. То ли вас угощать чем-то будут, то ли с вами чем-то будут делиться, то ли вам какой-то, может быть, даже презент будет. Именно от чистого сердца человек дает. Дальше показано, что вы на какую-то очень сложную ситуацию, либо проблему под другим углом посмотрите. И от этого у вас вырастут крылья. Может быть, что-то такое сложное, либо безвыходное, а вы увидите правильное решение, либо поймете, как вам правильно действовать. У вас прям крылья вырастают. Вы спешите эту идею, либо эту мысль реализовать. Хороший знак, и вижу, что какие-то люди прям вами вдохновляться будут. Вот на вас смотреть, видеть, как вы там справляетесь, и с вас будут брать пример однозначно. Даже вот консультироваться с вами кто-то будет. У вас, кстати, очень много разговоров вышло. Разговоров, в которых вы кого-то обучаете, кому-то что-то рассказываете, как передаете свои знания, подсказки даете. Дальше. Опять на работе, скорее всего, либо с работой связано. Показано, что вам как-то легче будет, легче и проще работать, либо на работе как-то легче и проще будет, может быть, такой загрузки не будет, либо у вас выдадутся какие-то спокойные там рабочие дни. Ну, либо если вы свое дело ведете, то не будет там проблемных клиентов, заказчиков. Вот как-то легко вам работается, прям нравится, вы удовольствие получаете на работе. Тут вот, фу, дай Боже, пусть все ваши дни будут такими. Судьба человека в ваших руках. Ну, либо кто-то очень сильно будет зависим от вас. И только от вас будет зависеть, что случится с этим человеком. Говорят, что человека нельзя обижать. Ну, если вы обидите, то с вас спросят. Я не могу конкретно сказать, что это будет, но человек целиком и полностью от вас зависит. Либо от вашего решения, либо от вашего действия. Не обижайте этого человека, это важно. Рыба. Небольшая, но она плывет слева направо. Деньги. Деньги, которые придут, либо деньги, которые будут вами получены. Дальше показано, что плохих новостей не будет. Но вот не будет. Может быть, вы ждете плохих новостей, либо настроены на какой-то негатив. Этого не будет. Не будет. Будет тишина. То есть никаких новостей не будет, ни хороших, ни плохих. Вот. То, чего вы негативное ждете, его точно не будет. И ближе к венцу показано, что вот как будто бы из лабиринта будет найден выход. То есть лабиринта могут тоже показать проблему и запутанную ситуацию. Вот в лабиринте вы долго ходили, и выход свой найдете. У вас от этого радость в сердце, радость на душе. Выход будет найден. Вы обязательно выберетесь, по-другому быть не может. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.